На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Танцы на льду. Как развивается фигурное катание в Татарстане. О достижениях и планах Анна Городнова. Видеоконтроль для госнадзора и многое другое. Начали получать от него пояснения, у него были вот такие глаза, и он говорил: я об этом просто не знал. Как в Татарстане борются с коррупционерами, узнал Дмитрий Аринин. Зимние обновки или к метелям готовы. Подрядные организации приобрели за собственные средства, собственными силами порядка 30 единиц мини-тракторов. Как татарстанские дорожники подготовились к зимнему сезону, знает Сергей Хайдаров. После 30-минутного овертайма время для полнометражного плацебо. Это было очень смело, но очень красиво. Чем в этом году удивит казанского зрителя проект «Киномавлид» Алия Хайрудинова. Этим вечером в Казани открылись соревнования по фигурному катанию на Кубок России. Татарстан представляет сразу 6 спортсменов, и они претендуют на хорошие места. Сегодня в столицу приехала и Елена Чайковская. С сентября она председатель Всероссийского тренерского совета Федерации. В Кремле ее принял Рустам Минниханов. За что хвалили Татарстан, о фигурах высшего пилотажа на льду Анна Городнова. Риане 2,5 года. Это ее первое большое выступление. Ролик в интернете спустя 6 лет набирает сотни просмотров. Юная фигуристка из Казани продолжает покорять лед. Я хочу стать олимпийской чемпионкой и запрыгать все тройные прыжки. И когда я вырасту, научиться прыгать четверные. Риана сегодня болеет за сестру, тоже фигуристку. В эти дни в столице проходит этап Кубка России. Татарстан представляют сразу 6 спортсменов. В парах участница Татарстанской школы Олимпийского резерва Юлия Артемьева. В Казани под руководством тренера Резиды Сибагатуллиной она откаталась 7 лет. Сейчас представляет Пермь. Год назад, именно в это время, на Иделе приехал Павел Сергеевич со своей командой на соревнования. И тренер Юлия Сибагатуллина Резида Эльдаровна показала девочку. И мы приехали, через месяц мы переехали в Пермь. Тренировки 2 раза в день плюс учеба. Такую нагрузку выдержит не каждый ребенок. Помогает поддержка партнера. Разбираем каждый момент и стараемся выполнять технику. За плечами этих хрупких девушек выигрыши на международной арене и бронза на универсиаде в Красноярске. Команда по синхронному катанию «Татарстан» сейчас готовится к чемпионату мира в Америке. Лед такой огромный тогда казался, необъятный. Но вот прошло 17 лет, и теперь уже коньки, наверное, удобнее, чем кроссовки. Очень приятно, что и в Волжске есть команда, в Зеленодольске есть команда, в Чистополе есть команда. То есть пусть они пока катаются в младшей групповой категории, возрастной категории, но они перед собой видят нас. Зимняя универсиада в Красноярске. Команда республики по синхронному фигурному катанию на 3-м месте. Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию в Хельсинки. Сборная республики 5-е место. Зональное первенство России. 5 медалей у татарстанцев. Фигурное катание в республике развивается уже более чем в 20 спортивных школах, как в городе Казани, так и в муниципальных районах. Все успехи наших фигуристов благодаря поддержке этого вида спорта. Открытие детских школ, проведение турниров. Об этом сегодня говорили Рустам Минниханов и председатель Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания Елена Чайковская. Мы возлагаем и возлагали огромные надежды на то, что здесь растут и будут расти замечательные спортсмены. Тем более, что у вас как нигде 45 катков. И 20 из них развивают фигурное катание. То есть огромное поле для развития этого потрясающего вида спорта. Только в этом году в татарстанском календаре соревнования больше 40 турниров по фигурному катанию. Именно здесь покоряют лед 3000 человек. Анна Городнова, Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Бизнес без барьеров. О необходимости снизить административные препоны для малого и среднего бизнеса сегодня заявил Рустам Минниханов на совещании по инвестиционному климату. Сейчас республика занимает второе место в национальном рейтинге после Москвы. Однако, как доложил премьер Алексей Песошин, в регионе есть и слабые показатели. Это время регистрации юрлиц, количество надзорных проверок и доступ к трудовым ресурсам. Рустам Минниханов поручил проанализировать, как можно улучшить работу, и призвал создавать в районах промплощадки и привлекать туда бизнес. Мы должны сказать, вот на этих площадках у вас там за 10 дней будет электроэнергия, газ и все эти вопросы. Особый зонный опыт вот на Елабуге показывает, когда у нас все вопросы заложены, мы все эти инфраструктурные вещи как бы сразу отсекаем. Инспекторам выдали видеокамеры, а у жены одного высокопоставленного чиновника нашли незадекларированный миллионный кредит. Сегодня в Казани рассказали, как в органах власти борются с коррупционерами. Число нарушителей сократилось в 2 с лишним раза. Но стоит ли радоваться показателям, разузнал Дмитрий Аринин. У вас, получается, тут звук есть и видео, да? Да, совершенно верно. С такими видеорегистраторами на работу теперь ходят инспекторы Минэкологии. Контроль призван отбить желание подкупить надзорные органы. Когда природопользователь видит данное устройство, вопрос коррупции, оно отпадает сразу. Он понимает важность и что его записывают, потому что наказуемость виноваты оба. Как инспектор, так и сам природопользователь. Главным же инструментом в борьбе с коррупционерами в госорганах остаются проверки. Их число снизилось, но они стали целенаправленнее. В первую очередь смотрят на доходы чиновников. Выявили более 100 нарушителей. 6 муниципальных служащих лишились должностей. Зачастую бывает так, что некоторые люди, которые, как говорится, начинают чувствовать уже, что запахло там чем-то жареным, да, они уже просто не ждут окончания проверки, а пишут соответствующие заявления для того, чтобы оставить свою должность на добровольной основе. Конкретных имен сегодня не назвали, но рассказали. У одного высокопоставленного руководителя жена втайне от него взяла кредит в 1,5 миллиона рублей. В декларации этого нет. Начали получать от него пояснения, у него были вот такие глаза, и он говорил, я об этом просто не знал. Более детальную информацию представят 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. Рустам Минниханов сегодня поздравил детский телеканал «Шаян ТВ» с первым днем его рождения. В Инстаграм президент выложил видео с юными ведущими. Шаян, Биби и другие желают каналу всегда оставаться таким озорным. Напомним, «Шаян ТВ» впервые вышел в эфир год назад, 12 ноября. На запуск приехал президент. Сегодня канал — это более 20 оригинальных программ, игровых шоу и викторин, а охват телезрителей свыше 30 миллионов человек. Шаян ТВ! 12 ноябрьны мен мәңгі онытмам. Календарьларда 12 ноябрьны кызыл төс белән билгелик. Кадерле Шаян ТВ, мин сине туган көнең белән котлыйм. Авторов скандальной инициативы о праздновании дня окончания великого стояния на реке Угре не волнует ее последствия для народов России. Им нужен только распил бюджета. Такую позицию высказал известный российский журналист Максим Шевченко. Цитата. «Тогда введем траурный день в Татарстане. День падения Казани будет день траура. Минута молчания по всей республике. Я тоже буду к ней присоединяться, если уж такие праздники пошли у нас», сообщил он агентству «Татаринформ». Максим Шевченко отметил: «Я хочу, чтобы татары не считали, что так думают русские, так думают не русские, а начальство, которое национальности не имеет». Напомним, это была инициатива губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Владимир Путин не поддержал инициативу. Изобретение предприятий и ученых Татарстана теперь можно запатентовать в нашей же республике. Сегодня в Казани открылся филиал международной организации «Лес Руссия». Соглашение о сотрудничестве подписали Российское лицензионное общество и Камский инновационный кластер «Юнакам». В прошлом году Татарстан занял 1-е место по ПФО и 4-е по России по заявкам на указание авторских прав изобретений. Казанские ученые из КФУ разрабатывают новые генетические подходы для лечения мышиной лихорадки. Последние 4 года под наблюдением исследователей находились 600 здоровых и 100 зараженных татарстанцев. Есть ли шансы создать вакцину, узнал Салават Мухаммадуллин.
Мы видим картину, характерную для нормального генотипа. Речь не о людях X и страшных патологиях. Мутация значит небольшое отклонение. В генах ее можно встретить у каждого 10-го. Кстати, этих самых генов у человека только известно 50 тысяч. Один из них, CCR5, казанские ученые рассмотрели подробно и выяснили, что у некоторых людей, возможно, есть защита от мышиной лихорадки. У носителей мутации само заболевание происходит несколько легче. А люди с полностью мутантным геном могут вообще не болеть мышиной лихорадкой. Это предположение ученых. Правда, таких пациентов за время исследования было всего 4 из 600. За ними и плюс еще сотни зараженных вирусом ученые следили несколько лет. Больные поступали в инфекционную больницу. У них было подозрение на как раз геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Часто, да, люди заболевают? Достаточно часто, и иногда даже могут не заподозрить, если в легкой форме можно как-то спутать с ОРВИ. А между тем, при осложнениях под угрозой работа почек были случаи летальных исходов. Как раз их исключить и сделать лечение более эффективным и планируют наши ученые. Есть вероятность, что методику лечения мышиной лихорадки можно будет изменить с учетом генотипа больного. То есть сделать шаг в развитии персонализированной медицины. В планах у исследователей изучить еще несколько генов человека и сами генотипы вируса. Тогда уже можно будет получить окончательный вердикт. Салават Ухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Вместо парки – места под балки. Казанцы обеспокоены. В соцсетях и мессенджерах они публикуют фото, где видно, что в парке Кырлай начали вырубать многолетние деревья. Зачем, выяснял Рамиль Шайдуллин. Я вчера проходил здесь, сегодня нет. Сегодня не слышно ни звуков бензопил, ни махов топора, а на территории парка только охрана. Но еще недавно все было иначе. Вокруг десятки поваленных деревьев. Вон там срезали много деревьев, а все лежит на земле. То спичку бросить и пожар. На днях мессенджера облетела новость. Внутри парка начали рубить уже и здоровые деревья. Местные жители выкладывают фотоподтверждение. Авторы предполагают, якобы их рубят, чтобы возвести здесь новый жилой комплекс. Нет, о какой застройке речи не идет. В конце октября на территории парка упало несколько деревьев во время урагана. Убираются аварийные деревья, происходит кронирование. По словам руководства парка, так его готовят к новому сезону. И обо всех работах знают в мэрии. Город согласовал обрезку и вырубку аварийных деревьев. На территории парка аттракционов Кырлай производится вырубка аварийных деревьев в соответствии с ранее выданными актами обследования. Подчеркнем, что на месте вырубленных аварийных деревьев строительство не планируется. Кроме того, по данным мэрии, здесь будут проложены дорожки и благоустроят зону отдыха. В конце апреля Кырлай начнет работать в обычном режиме. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Машина оборудована, реагент закуплен. К зиме дорожные службы готовы. Только в этом году автопарк столичных дорожных служб пополнили 8 машин для уборки тротуаров и 30 тракторов. Эта техника многофункционально работает как зимой, так и летом. Если столичные дороги должны быть чистыми, то въезды в деревни Татарстана доступными. В этом году 22 населенных пункта соединили дорогой с крупными трассами. Платная трасса Москва-Казань даст татарстанцам еще один мост через Волгу. Когда ждать открытия, читайте в интернет-газете «Реальное время». Кому каморки, кому квартиры. Дети-сироты в республике получают разные квадратные метры. Этот пробел сегодня рассмотрели на заседании жилищного комитета Госсовета Республики. Что изменится при получении квартир сиротами и почему строители будут менять госпрограммы, узнал Салават Мухаммадуллин. В восторге, если честно. Очень долго этого ждал. Ивану и Лейсан повезло. По республиканской программе они получили квартиру больше 30 квадратных метров. Но есть те, кто по этой же программе получает лишь 18 квадратов, а то и меньше. Депутатам предложили установить минимальный порог. Тот законопроект, который сегодня Кабинетом министров внесен, что минимальная площадь предоставления детей ребенку-сироте должна быть 24 метра, на мой взгляд, делает самое важное, вот именно унифицирует эту процедуру защиты. Минимальная дана планка, да, то есть, пожалуйста, но не ниже. Депутаты поддержали проект. Сейчас в республике жилье ждут 1239 сирот. Каждый год получают новые квартиры больше 300. Это в рамках одной из 10 республиканских программ по обеспечению татарстанцев жильем. За последние 5 лет израсходовано 98 миллиардов рублей. Около 60% из них – это деньги из республиканского бюджета.
За пятилетку, что работают программы, капитально отремонтировали 6500 домов, для соципотечников ввели в эксплуатацию 2500. Многоэтажек 20 тысяч татарстанцев переехали из аварийного жилья. Но сейчас программы нуждаются в корректировке. Настало время в части пересмотра нашей государственной программы, так как с учетом выхода федеральных документов появились новые национальные проекты, и программа требует соответствующих корректировок и изменений. Обновленная программа – это план до 2024 года. Основные приоритеты останутся. Салават Ухмандулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Старейшему десантнику Татарстана сегодня 95. Павел Клетнев, фронтовик, участник боев под Ленинградом и самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны, который прыгает с парашютом. С самого утра в гостях у него родственники, друзья и кадеты десантной школы. О человеке, который и в 95 остается в строю. Ленар Гинатуллин. Море по колено, а горы по плечо. Это про Павла Кузьмича, старейший десантник, ветеран Великой Отечественной. Сегодня ему 95. Прыгал в 19, в 88 и в 91. А крайний прыжок совершил буквально несколько месяцев назад. 9-й прыжок. 9-й. А первый прыжок когда сделали? В 43-м году. Сегодня он в форме, вспоминает тяжелый 42-й, когда еще юнцом призвали в армию. Прорвал блокаду Ленинграда, а после войны освобождал Вену. О, спасибо, спасибо всем. Все десантуры, спасибо. Смирно, направо. Право плечо вперед, шагаем. Марш! Поздравить Павла Кузьмича прибыл целый класс юных десантников в главе с правнуком ветерана, который мечтает пойти по его стопам. Стараюсь учиться, во-первых. Позже хочу в какое-то училище поступить. И дальше продолжить свою карьеру военную. Хочу стать таким же, как он. Веселым, не унывать. Смешалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по берегам. Ветеран уверен, поколение, воспитанное победителями, проживет достойную жизнь. Вы дети трудового народа, любите свой народ, берегите нашу родину. Будьте достойными сынами, патриотами нашей Родины. А его все тянет в небо. Павел Клетнев задумывается о 10-м юбилейном прыжке и хочет его посвятить 75-й годовщине Победы. Ленар Гинатуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Татарстане появился свой Охлобыстин. Так многие называют имама мечети Иман-Нуры Нияза Закирова. В прошлом году он сыграл роль в фильме «Овертайм». Оттуда и повелось. Сейчас он по совместительству продюсер проекта «Киномавлид». И его команда готовит полнометражку. О чем она узнала Алия Хайрудинова. Первого имама, сыгравшего роль в фильме, долго искать не пришлось. Дом рядом с мечетью. Сегодня Нияза Закирова многие называют казанским Охлобыстиным. Причина – все та же роль. Там нужно было сыграть проповедь, пятничную проповедь, как будто имам читает проповедь пятничную. И для меня это было легко, потому что я не играю эту роль. Сколько я? 17 лет имам. 3 года назад он стал продюсером проекта «Киномавлид». Снятый в прошлом году 30-минутный овертайм вышел на экраны Египта, Индии, Америки, России. Не обошлось и без разногласий. Лейла сказала: Хазрат, будет сцена с баром. Я говорю: как с баром? Сначала у меня такое некое вот... У нас есть всегда страх, а что скажут люди, которые это увидят? Но их не только понимают, начинают помогать. Брат Мейтам. Я звоню и прошу мотоцикл на ночь, и мне его привозят. Просто так, чтобы помочь. В этом году работают над полнометражкой. В основе судьба женщины. У нас осталось буквально 2-3 до съемочных дня. В фильме с названием «Плацебо» можно будет увидеть актеров театра имени Тинчурина, Кариева. Здесь тоже есть роль имама. Достанется ли она Ниязу Закирову, пока не знают. Роль имама будет. Но кто ее будет играть, я сам не знаю. Премьеру ждут 12 декабря. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На этом у меня все. Буквально через несколько минут начнется хоккей. Сегодня матчем против «Авангарда» «Акбарс» начинает вторую часть регулярного чемпионата. Впереди еще прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго.
Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Звони, телефон в Казани 222 5333. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон 295 94 50. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. А это важно, когда в аптеках «Фармленд» такие скидки. Запомните, весь ноябрь в аптеках «Фармленд» скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. В Казанском цирке 25 октября новое цирковое шоу «Виртуозы манежа». Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Бу тантанада татар эстрадасының иңнәрегенә катнаша. Минем кебекләр. Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында мең сөйләрләр. Сез бер килеп карагыз. 14 декабрь «Пирамида». Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Здравствуйте. 13 ноября прояснится, вероятность осадков будет небольшой. О погоде после интересной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем возможен небольшой снег и около 3 градусов тепла. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и также +3. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызье, Менделинске облачная погода с прояснениями, местами мокрый снег и 3 градуса со знаком плюс. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями, небольшой снег. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Держаном столбики термометров покажут 4 градуса тепла без осадков. В центральных районах, Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, вероятность осадков небольшая, +3. В четверг существенных изменений в погоде не ожидается. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли в спине и суставах помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами и протрузиями, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в «Доктор Ост» в Казани. Почти готов новый дом ЖК «Грин». А вы готовы к суперпредложению от ЮЭТ? Только 16 ноября на Дне открытых дверей. Записывайтесь. Телефон в Казани 233 0303. 16 ноября – День открытых дверей в ЖК «Грин» от ЮЭТ. Вас ждет суперпредложение на квартиры. Дом готовится к сдаче. Звоните по телефону в Казани 233 0303. 13 ноября в Казани переменная облачность без осадков. Дневная температура +3, +5. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.